Сегодня, 21 апреля, исполнилось 25 лет со дня гибели первого президента Чили Джохара Дудаева. Что это было? Я хочу об этом рассказать. И как это произошло. На самом деле это было политическое убийство. И оно было санкционировано высшим политическим руководством России. В конце марта 1996 году президент России Борис Ельцин выступил с заявлением. Это было в разгар военных действий, которые шли на территории Чеченской Республики. Он в своем заявлении заявил о том, что он готов к переговорам с Джохаром Дудаевым. Был даже назван посредник на переговорах. Это был Ментимир Шаймиев, президент Татарстана. Вскоре в Грозный прибыл помощник татарского президента и стал искать возможности контакта с Джохаром Дудаевым. Я это знаю, потому что Джохар Дудаев поручил мне встретиться с ним. Мирная инициатива Ельцина, как всем было очевидно, была связана с предстоящими президентскими выборами в России. Понимая, насколько в России непопулярна война в Чечне, Ельцин решил переломить общественное мнение в свою сторону, представ перед избирателями в роли миротворца. Вот так мы это и воспринимали в тот момент. Но истинные намерения Ельцина, они проявили себя чуть позже. В этот период Джохар интенсивно начал вести телефонные переговоры с московскими политиками. Я знал, что Джохар поддерживал контакты с некоторыми российскими политиками. Эти контакты стали более интенсивными после заявления Ельцина. И в этот день, 21 апреля, 8 часов вечера, Джохар говорил по спутниковому телефону с Константином Боровым, с депутатом Государственной Думы. С этим человеком у Джохара были очень доверительные, даже я могу сказать, дружеские отношения. Они с ним в этот вечер обсуждали предстоящую встречу с президентом Ельциным. У меня нет теперь уже сомнений никаких, да еще тогда уже, в том, что само заявление Ельцина о готовности начать переговоры с Джохаром Дудаевым при посредничестве татарского президента Республики Татарстан Ментимира Шаймиева, это заявление являлось частью операции по убийству президента Джохара Дудаева. Кроме Константина Борового и Ментимира Шаймиева с Джохаром через Руслана Авшева контактировал и премьер-министр России Виктор Черномырдин. Иногда Черномырдин выходил на связь с Джохаром через председателя Союза промышленников Российской Федерации покойного Аркадия Вольского. Еще во время наших переговоров в 1995 году Вольский несколько раз обращался ко мне и Усману Имаеву с просьбой устроить ему личную встречу с Джохаром по вопросу, как он выражался, чрезвычайной важности. Джохар на самом деле был очень разборчив в своих официальных контактах, и поэтому поручил нам с Усманом сначала разузнать, что именно желает обсудить с ним Вольский. Однако тот упорно не желал нам раскрывать предмет обсуждения, сообщив только, что у него к Джохару очень серьезное предложение от Виктора Степановича Черномырдина, премьер-министра Российской Федерации в тот период. Наконец Джохар согласился принять Вольского, и мы с Усманом повезли его навстречу. По дороге Вольский вдруг спросил у нас, как, по нашему мнению, отнесется Джохар к такому предложению. Он получает любую сумму денег, гарантии безопасности и возможность выезда в любую страну по его выбору.
Мы с Усманом, естественно, предостерегли Вольского от такого предложения, так как Джохар, несомненно, посчитал бы его оскорбительным для себя. Вольский, тем не менее, решил выполнить поручение Черномырдина, и мы привезли его к Джохару. Вольский, выслушав предложение Вольского, Джохар нахмурился, но не стал вымещать свой гнев на посреднике. Я хорошо запомнил слова Джохара, обращенные к Вольскому, который с заметным волнением ожидал его ответа. Джохар сказал: вы только посредник и передаете мне то, что вас просили передать, поэтому к вам у меня нет претензий. Постарайтесь, пожалуйста, также точно передать мой ответ Виктору Степановичу Черномырдину, и пусть его узнает Борис Николаевич, который, несомненно, в курсе его предложения. Скажите им, что они абсолютно не понимают ни народа, с которыми ведут войну, ни лидеров этого народа, ни сути происходящего здесь. Джохар продолжил: допустим на минуту, что я приму это бесчестие, так он и выразился, которое вы мне предлагаете. Что от этого изменится? Разве чеченцы прекратят борьбу, сложат оружие, если меня не станет? И разве вас не учит опыт прошлых столетий? Был случай в истории, когда имам Шамиль сдался в плен, принял российское подданство, присягнул царю и стал принимать от него деньги. Но разве это прекратило борьбу чеченцев за свободу? Шамиль ушел, пришли другие лидеры. И борьба продолжилась. Поймите, не мы с Ельциным начали эту войну, продолжал Джохар. Она досталась нам с ним по наследству, и с этим ничего не поделать. Но мы с ним можем прекратить эту войну. Это в наших силах. Для этого вы должны предложить нам не деньги и комфортную жизнь на чужбине, а долгосрочный мир и свободу, равноправие. Аркадий Вольский внимательно выслушал Джохара и сказал, что он вполне понял все, что Джохар сказал, и обещает его слова до премьера довести. И отбыл обратно в Грозный. После этого разговора Вольский неоднократно общался с Джохаром по телефону. Круг общения Джохара был достаточно широк. И российские спецслужбы, конечно, знали об этом, разрабатывая свои планы покушения на чеченского президента. И в этом с целью нанесения удара, точечного удара, ракетного удара, с целью убить первого президента Чеченской республики Ичкерия, Джохара Дудаева, и было, на мой взгляд и по моему глубокому убеждению, вот это заявление Ельцина о готовности начать переговоры с Джохаром Дудаевым. Вот 21 апреля 1996 году это произошло. Погиб великий сын чеченского народа, первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. Весть о гибели Джохара мгновенно облетела республику, а затем и весь мир. Многие чеченцы просто отказывались в это верить. Появлялись упрямцы, доказывающие, что Джохар просто ранен. А слухи о его смерти специально распускаются его соратниками, чтобы сбить со следа российские спецслужбы и вывести его за границу для лечения. Даже находились такие очевидцы, с которыми Джохар якобы общался даже после официального объявления о его гибели. Было понятно, что чеченцам очень трудно смириться с такой утратой. И поэтому все жадно ловили слухи о том, что Джохар жив. А недоброжелатели Джохара подхватывали эти слухи и пытались действительно внушить какой-то части чеченского населения, что Джохар, устроив войну, подвергнул их к этим мукам и потерям, что он уехал за границу и живет припеваючи. Это была часть программы по дискредитации лидера чеченского народа.
по дискредитации вообще борьбы чеченского народа за свободу и независимость. 25-го, я уже не помню точно, по поручению Государственного комитета обороны Хожи Ахмед Яриханов официально объявил о гибели Джохара Дудая. В то время российские генералы официальным заявлением выступили в средствах массовой информации и заявили о том, что они действительно уничтожили главаря чеченских бандформирований. Но потом в последующем они убрали, они понимали, что они совершили преступление, или кто-то им подсказал, что рано или поздно, такое преступление, за это нет срока давности, за это преступление нужно им необходимо будет привлечь к ответственности. Они все следы этой конференции и своих официальных признаний на том этапе убрали, хотя в последующем через каких-то экспертов они снова начали выдавать и сбрасывать в общественность информацию о том, как они ликвидировали первого президента Чечни Джохара Дудаева. Не помню точно, но кажется, это было в эти же дни. В эти же дни Завгаев выступил с заявлением и выразил соболезнования по поводу гибели Джохара. По всей республике, в каждом населенном пункте, в том числе и в Грозном, стали проводиться траурные церемонии. На эти церемонии пришли тысячи людей, в том числе даже те, которые противостояли Джохару. Джохара можно было любить или ненавидеть, быть его идейным сторонником или противником. Однако все признавали тот высочайший авторитет, которым он пользовался в народе и среди чеченских бойцов сопротивления. Да, гибель президента стала поистине всенародной трагедией. Но мир не отреагировал должным образом на это преступление, которое совершила Россия, российское государство. Джохар Дудаев являлся, и свобода для него являлась высшей ценностью, дарованной Всевышним. И он, отстаивая этот принцип и свои убеждения, отдал за это свою жизнь. Джохар Дудаев являлся символом свободы не только для чеченцев и чеченского народа, но и для народов во всем постсоветском пространстве. Потому что люди, соприкоснувшиеся с имперской политикой России, от которой не менялось от формы и содержания самого государства, что царская Россия, что советская Россия, и что ныне, и что ельцинская демократическая Россия, что сегодня путинская Россия. Но тогда еще можно было остановить и Ельцина, и всех тех, которые набирали обороты для того, чтобы взять реванш, как они выражались, в поражении западному миру в связи с тем, что распал Советский Союз. И главной задачей являлось воссоздание этого союза в какой-то другой форме. И, естественно, Джохар Дудаев с его стремлением к свободе поднял дух не только чеченского народа, но и многих других закабаленных Россией народов. Я уверен в том, что Джохар Дудаев останется в памяти не только чеченского народа, но и многих народов на постсоветском пространстве, и не только на постсоветском пространстве, но и в Европе, на Востоке и в Западе. И сегодня уже в честь Джохара Дудаева названы улицы, парки, площади. И я уверен, что Джохар Дудаев останется в памяти не только в сердцах чеченского народа, но и людей, и всех людей доброй воли на этой планете.